Поселок Темилле существует уже более 30 лет, и с каждым годом численность населения здесь растет. Долгие годы на этом участке местные жители добиваются строительства новой школы. В 2021 году после неоднократных обращений были организованы встречи с представителями власти. Однако вопрос строительства школы так и не решился. 20 гектаров. Она у нас закадастрирована земля. Под школа, спортивный комплекс, детский садик. Вопрос очень сложный в том плане, что это на уровне надо решать, на уровне правительства. Пока этот вопрос не решается. В 2018 году был утвержден генеральный план этой местности, где школа и детский сад, и амбулатория должны здесь располагаться. Но, к сожалению, по сей день не начинаются никакие работы. Министерство образования прислало мне такое письмо. Воспитанников в детском саду составляет 211 детей, а актуальная очередь детей в возрасте от 0 до 7 лет – 0. Такого никогда не было и не может быть, чтобы было в очереди 0 детей. Касательно школы, они тоже написали, что строительство школы нецелесообразно, потому что по данным переписи населения 2014 и 2021 года составляет минус 6 человек. Однако единственное учебное заведение, расположенное в 3 километрах от Темилле, в селе Родниково уже давно не вмещает всех желающих. В ней обучаются школьники из 6 близлежащих сел – Аркадьевка, Школьная, Шафранная, Курганная, Новый мир и Темилле, для которых организован подвоз. Но школьный транспорт с потоком учеников не справляется. Школа наша, которая находится в Родниковом, старая, в 1973 году постройки. Она предназначена на 640 посадочных мест, а на сегодня в школе обучается 843 ребенка. Конечно же, это доставляет большие трудности, как в логистике, потому что на подвозе находится на сегодняшний день 540 детей, 380 из которых проживают в поселке Темилле. У нас вынужденная мера в связи с этим возникла, что 7 классов Родниковской школы обучаются в детском садике. Это 3 первых класса, 3 вторых класса и 1 третий класс. А это составляет удобство непосредственно как родителям, так же непосредственно обучающимся детского класса. Соответственно, это разные категории, это разные дети. Когда у школьников непосредственно перемена, допустим, там другие дети могут отдыхать за стенкой, да, грубо говоря. Дети не могут выйти и во время перемены там спокойно бегать, прыгать, играться, потому что это территория детского сада, и она разграничена группами. Вторые классы домой возвращаются около 7 часов. Уроки у них заканчиваются в 6, по-моему, полшестого, и они вынуждены больше часа ждать автобус, когда он приедет и их заберет, потому что, к сожалению, так выстроена логистика. Родители обеспокоены сложившейся ситуацией. Такие условия обучения негативно сказываются не только на детях, но и на взрослых. Они надеются, что власти наконец их услышат и примут меры. Мында мектеп бақша алса, эбет қолайлы олар еді. Балалар өзі бара, өзі қайта. Шынды мәжбүр оламыз, шкураларға бетамыз, оларны қаршылай, оларны осыға. Яш хоранталар бетар басыз яшыса, эбет қиынжа олар. Ишке шығып оламайлар. Баланы керек қаршылап, озғармаға. Мой старший сын ходит в школу, сейчас он в 6 классе. Периодически 2, 4 класс. Мы сталкивались со 2 сменой, это очень тяжело, это очень неудобно. Ребенок возвращался домой поздно, плюс у нас еще музыкальная школа была, совмещение было очень сложным. Постоянные разъезды, развозы на автобусах, погодные условия уже не получается, нужно самостоятельно везти. Если задерживается ребенок, то тоже нужно его самостоятельно забирать. Не всегда, к сожалению, получается, когда в семье есть маленькие дети. Сложно, если супруг на работе.